Когда конец света? Скоро. Скоро? Скоро То можно есть- говорить. Скоро может быть и 1000 лет, и 200 лет, и за один день. То есть, смотрите, все может произойти очень быстро. Какие знаки происходящие говорят о том, что конец света есть? Вот это время, кстати, в которое мы вступили, это время перед Ахиром. Его называют уже на научном светском даже языке fragile time, да? Хрупкое время. Это означает, что нету ничего прогнозируемого, нет ничего безопасного, стабильного. То есть завтрашний день, он всегда нестабилен. То, что происходит, это вот убийство Газа, файл Эпштейна, это все делается для того, чтобы разрушить нашу фитру. Страны, так называемые зла, которые распространяют нечестие или приводят землю в нечестие. «Ваида киля лягум ля туфсиду фил арды». И когда им говорят «не сейте на земле нечестие», они говорят «иннама нахну муслихун». Мы поистине те, которые приводят землю в порядок, то есть выстраивают новый мировой порядок. Кстати, на английском слово «муслихун» переводится как «peacemakers». Мы миротворцы. Аллах говорит в Коране наоборот, они сеют на земле нечестие, и этого даже не понимают. Что нам нужно делать, чтобы защититься от фитны? Дажжал войдет в каждый дом, где бы вы ни находились. Мусульман много, но они как пена, да, согласно хадису, на воде. Мусульман много, исламский мир, он размыт. На самом деле его не существует. То, что мы говорим, исламское единство, это все миф. Нету ничего. То есть надо просто первое признать горькую правду. В каком мы положении. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Здравствуйте, дорогие подписчики нашего YouTube-канала, вернее, лучше сказать ассаламу алейкум. Поздравляю всех вас с началом и вообще месяцем Рамадан. Рамадан. Всегда, когда на русском какой-то конфликт возникает у меня в голове, пусть ваши посты будут приняты и ваши дуа. Сегодня я разговариваю на русском языке, потому что у нас сегодня гость такой, Хадраджа Маликов. Это вообще первый гость, первый устаз на моем подкасте в истории, с которым мы когда-то записывали подкаст. Но вот хочу начать с истории. Когда я записывал с вами подкаст, я был атеистом. И что очень удивительно, мой приход в религию как раз-таки начался с этого подкаста. Объясню как. Помню, мы с вами обсудили, в конце подкаста вы сказали, классное у вас название. Я тогда название придумал просто случайно. Я спросил, почему, вы сказали, нахта, что это? Ну, я говорю, это чистая, подлинно, как она есть. Значит, истина, вы мне говорите. Я такой, да, истина. Истина она в исламе. И уходите. И у меня просто первый колокольчик в голове. Получается, нахта — это истина, а у меня подкаст называется «Нахта». И с этого у меня начался путь в религию. Аллах разолсын. Рахмат. Мы являемся причинами, да, так, любая причина, через которую Всевышний дает как хидаят, да, наставляет на правильный путь. Потому что у каждого человека все-таки заложено вот это вот поиск справедливости, поиск истины. Это связано с творением самого человека, да, с природой. Потому что каждый задается себе вопросом, в чем смысл жизни, есть ли жизнь после смерти, для чего я живу, если умираем мы, да, все. Каждый задается, независимо от возраста, национальности, да, статуса. И вот здесь вот начинается именно вопрос о смысле, цели, да, потому что наша цель, на самом деле, человечества, это и есть пройти экзамен и как смысл поклонения Всевышнему Аллаху, да? Именно стремление к Творцу, к Создателю, к своему. Вот, потому что это очень такой глубокий, чем больше вы будете сейчас постепенно изучать ислам, тем больше для вас будут открываться вот эти вот мудрости Всевышнего Аллаха, да? Вот поэтому любая причина может быть, именно любой повод может быть стать причиной, да, через что Аллах вас приводит. Да? Тот самый подкаст, да, стал причиной, потом я почему-то углубился в изучение конца света. Потому что, знаете, это же легче воспринимается, то есть ты же думаешь, что будет, когда я умру. Да. И начинается размышление. Да, и поэтому я решил, что сегодняшняя тема будет про конец света, про жизнь после смерти, да. Хочу начать с одной классной истории тоже. Когда я был в Иордании, мне удалось встретиться с потомком пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и мы с ним провели беседу, в которой я у него спрашиваю, я же всегда люблю как-то спросить, я говорю, когда конец света? Он говорит, мы не знаем, только Всевышний знает. А я говорю, а зачем тогда знаки нужны? Они же везде, и, наверное, для того, чтобы мы знали, когда он. Он говорит такую фразу:
знаки нам даются не для того, чтобы мы узнали когда, а для чего. Точнее, что он вообще есть, конец света. Мгм. И мне хочется вас спросить, в нынешнем мире какие знаки происходящие говорят о том, что конец света есть? Да, вопрос, он очень актуальный сегодня. Почему? Потому что все мы, наверное, не столько сколько осознаем, сколько чувствуем, что происходит вокруг нас, да, это в обществе, в мире. И уже ощущается такое вот дуновение, я бы сказал, или присутствие Духа самого, да, больших испытаний. Потому что конец света — это уже конечное, как говорится, конец Вселенной, всего человечества, Вселенной и так далее. Но до него будут сопутствовать большие признаки, да, которые указывают на существование конца света, к чему это идет, конец истории вообще человечества. Но до этого будут происходить очень большие, так сказать, события. Их называют аляматуль кубра, то есть большие признаки. Мгм. И вот мы сейчас вступили в большие постепенно, да, и как только один из этих признаков совершится, да, то за ним будут, можно сказать, как описывает пророк, саллаллаху алейхи салям, они как из порванных Бусин? ожерелья бусинки будут сыпаться одно за другим. Да? То есть, если одно случилось очень большое событие какое-то, которое связано с тем, что, ну, допустим, появление как испытание фитны, да, даджала, антихриста. Потом сразу после этого начнется уже одно за другим идти, следовать большие признаки. Также в продолжение, да, это приход имама Махди и второе пришествие Иса, алейхиссалям. То есть Иисус, сына Марии, мир им, да? Вот. После этого уже дальше уже будет Ядюдж, Маджудж, выход Даббаль Ард, да? То есть из земли будет что-то, ну, существо выйдет и так далее. Понимаете, некоторые воспринимают это как, ну, впрямую, да? Но здесь и можно и прямо понимать, и можно воспринимать как аллегорию, да? То есть переносной смысл. Допустим, у нас очень много таких вопросов приходит, когда спрашивают, вот вы говорите, мусульмане, ну там или даже христиане говорят о появлении антихриста, да, то есть даджала, Масиха Даджал, да, Да, то есть, типа, он либо искусственный лже-мессия. интеллект, да. Да, что это, мол, не человек, что это искусственный интеллект, это, возможно, вообще 50 лет назад говорили про телевизор то же самое. Именно ученые некоторые, да, ислама говорили, как бы, возможно, это телевизор, появление радио, телевидения, да, допустим. Вот. То есть это, как бы сказать, мнение, точка зрения, пока не появится. Но мы, если рассмотрим более глубоко, можем сказать, что да, есть хадисы, которые указывают, что появление, допустим, даджала, антихриста, оно связано с прямым пониманием образа его в образе как человека, да, и в переносном как некого духа или проявления, да, вот. Но на это указываются хадисы, где сказано, что во время пророка, саллаллаху алейхи, когда в образе одного человека пророк, саллаллаху алейхи, увидел и, как бы сказать, что, возможно, это даджал, да? И когда Умар, ради Аллаху анху, захотел его, ну как, уничтожить, он остался, возможно, я, может, перепутал, да, ну как ошибся. То есть это говорит о том, что дух сам, проявление даджала, оно может появляться или проявляться в каждом времени и в каждом веке. Мгм. Понимаете? То есть что такое даджал? Даджал вообще переводится его имя аль-казаб, да, Масиху даджаль аль-казаб, да, то есть лже-помазанник, обманщик, большой иллюзионист, введение то есть большой фейк, что мы называем, дипфейк, да, но он массовый, да, так сказать. То, что сейчас мы чувствуем, вот сейчас в настоящее время, когда Насчет век правды не манипуляций, отпустишь, когда нами, нашим мнением вообще всего населения, есть манипулятивные техники, манипуляция идет через социальные сети,
манипуляции или промытие мозгов, то, что brainwash, да, мы называем различными идеологиями, псевдоидеями, да, там, допустим, то же самое сексуальная революция или сексуальные права сексуальных меньшинств, к примеру, да, это все лже, понимаете, да, идет, да, как бы введение человека в заблуждение о так называемых либеральных свободах, да, обман и так далее. Вот даже список Эпштейна, он вот эти файлы, то, что сейчас выходят, они показывают настоящее истинное лицо, да, определенных политических элит, что они нами управляли, до сих пор управляют, и что они поклоняются там некому существу, да, понятно какому, что они приносят жертвы там и так далее и тому подобное, но это больше раскрывает, что дух самого, да, антихриста, он уже присутствует среди людей. Как у вас проходит месяц Рамадан? У меня все отлично. Единственная разница в том, что раньше ифтары я чаще проводил дома, чем в кафе. Да и сухуры, если честно, тоже в основном были дома. Знакомая ситуация? Но сейчас период подорожания цен в ресторанах и кафе, ифтар вне дома может ощутимо ударить по карману. А если вы еще и устраиваете ифтары для других, есть шанс остаться савапом, но без денег. Благо, я пользуюсь картой Islamic. Она возвращает 10% от потраченных средств в виде бонусов, которые потом можно использовать для оплаты других покупок. Расскажу подробнее про акцию. Акция Берешен Рамазан, она для всех держателей карт Islamic. Они возвращают 10% с оплаты ифтаров через посттерминалы МКасса. Акция действует с 19 марта по 19 февраля. И напомню, владение картой Islamic – это не только про бонусы, но и про вклад в развитие исламской экономики. Если вам не хватало причин открыть карту Islamic, то сейчас самое время. Розумор Кабул Болсун. Второй момент, то что проявится ли это в телесности, да? То есть будет ли этот человек, даджал, человеком конкретным? Да, будет. Почему? Потому что, чтобы ввести людей в большую фитну, в заблуждение, а именно в хадисе говорится, что он объявит себя Всевышним Богом, да, Даджал. И люди поверят и пойдут за ним, потому что он будет творить чудеса. Именно чудеса, как пророки, но это будет лжечудеса, да, большая иллюзия. Вот. И смотрите, поэтому его имя Масихуль Даджал Казаб, да, Масихуль Казаб, да, то есть лже-мессия. Аллах, мудрость Всевышнего есть в том, что Он посылает среди людей из нас самих пророков и посланников. Он же ангела не послал, он послал из людей. Почему? Чтобы следовать за кем-то, мы должны брать пример из такого же, как мы. Для чтобы будет поверить, да. Конечно. И то же самое Масиху Даджал, лжепомазанник, да, антихрист, он придет именно как человек. Соответственно, чтобы мы видели его, ощущали физически, чтобы люди пошли за ним, да, понимаете, да? То есть он сбивать будет. И поэтому вот эти моменты, они, знаете, их нельзя интерпретировать либо напрямую сразу понимать текст, либо сразу говорить, что это аллегория. То есть это между надо понимать глубокую суть. То есть проявление его сейчас идет, мы ощущаем, да? Второе изменение климата, допустим, да, один из признаков, когда сказано, что не наступит конец света, да, ахират, да, пока Аравийский полуостров вновь не покроется садами и реками, как был покрыт до этого. То есть откуда нефть, откуда газ, допустим. Это все, вы знаете, даже по географии, по всему этому, что это образуется в результате гниения тех растений или животных биологического распада тел еще в ту эпоху. То есть когда-то Аравийский полуостров был полностью покрыт, может, в мезозойскую эру, да? В мезозойскую эру был покрыт папоротниками, там, лесами и так далее. Это все потом, как говорится, ушло, окаменело, и часть, вот каменный уголь еще ниже и так далее. То есть разные пласты, и, соответственно, газ, нефть. То есть это указано на то, что он идет изменение климата и обратно возвращение изменения климата глобального, да, и, возможно, в Саудовской Аравии мы сейчас видим, даже на примере, в арабских странах сильные дожди, потопы, либо снегопад. Когда это было, да?
Вот. Второе, допустим, это также изменение общества человека, наших общественных отношений. Когда госпожа родит себе госпожу, когда рабыня родит себе госпожу, сказано, да? То есть это о наших родителях, когда у матерей, дочки их будет не прислуживать, не кызмат делать для матери, а наоборот, мать будет на кызмате у своих детей, у своей дочери, да? И ты увидишь женщин при походке, качающие словно горбы верблюдов. Да? То есть это вот, можно сказать, философия высокого каблука. Это недавно же изобрели, да? Вот. То есть изменение отношений, соответственно, увеличение прелюбодеяния в обществе, разврата. Потому что проблема сейчас номер один – это распространение, допустим, разврата. И если раньше, какие-то отношения, да, внебрачные начинались более позже, допустим, да, и не у всех, то сейчас это все традиционные ценности ломаются, семейные в том числе, и это все начинается как бы уже с подросткового возраста, со школы, да. Вот. Потом плюс убийство, распространение убийства. Когда убитый не будут знать, за что он был убит, а убийца не будет понимать, за что он убил другого. Понимаете? Просто так. То есть жизнь человеческая, это говорит вот эта метафора, показывает в том, что человеческая жизнь, она не будет цениться. Как раз таки здесь, пока не ушли далеко, хотел вопрос задать. Вот то, что происходит, теория окна Авертона, что это все делается для того, чтобы разрушить нашу фитру. Чтобы мы привыкли к этому. Да, чтобы мы было привыкли. естественным это. Да, да. То есть это имеет место быть. Это место имеет быть. Потому что сейчас, если раньше мы не верили, и как бы трудно было обществу поговорить, или некоторым как бы даже интеллектуалам о теории заговора, насмех поднимали, да, как бы это все из теории, да, то вот после вот этих вот моментов, опубликованных, где это подтверждается видео, аудио, да, документально все, да, переписками, это показывает о том, что это все реально может быть. То есть сейчас время такое, что все может быть, да. Вот это время, кстати, в которое мы вступили в 21 веке, особенно сейчас оно начинает набирать обороты, это время перед Ахиром, в преддверии Ахира. Его называют уже на научном светском даже языке, ученые, философы называют его fragile time, да, то есть неспокойная fragile, как это на русском-то, хрупкое время. Fragile, да, то есть хрупкое. Это означает, что нету ничего прогнозируемого, нет ничего безопасного, стабильного. То есть завтрашний день, он всегда нестабилен. То есть мы уходим из того понятия, когда были уверены в завтрашнем дне. Сейчас ничего не стабильно. Даже выходя на улицу, вы не знаете, какая будет погода точно, да? Вы не знаете, что случится с вами на дороге, что будет с вашими детьми завтра и так далее и тому подобное. То есть это называется хрупкое время или время сильнейших перемен, испытаний и отсутствия безопасности. Почему? В Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит, что основой для общества, вообще основой, да, для развития, для всего является безопасность, да, и, естественно, экономика. Второе – это привязана безопасность к сытости, так сказать, да. Сура Аль-Курейш, да, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва ат'амахум мин джу'i, ва аманахум мин хауф», да, то есть тот Господь, да, во славу Господа, который накормил и дал безопасность, да. То есть сейчас проблема нехватки доступа к ресурсам, да. То есть заметили, одна часть, так называемая в кавычках «золотой миллиард», вся остальная часть и глобальный юг, он голодает. Глобальный юг – это страны Азии, допустим, да, Африка. Вот это все страны глобального юга, они несправедливы, у них нет доступа к основным источникам, к технологиям, развитию, да. Второй момент, то, что сейчас очень сильно распространяется бедность именно, да, нищета, недоедание, допустим. И вот когда в обществах нету справедливого, да,
социальной справедливости, да, равенства определенного. Одна кучка маленькая, она богатеет, а основная часть, она беднее, 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 беднее становится, да. Разоряется средний, малый бизнес, допустим, да, кто держался. Богатеет только так называемая олигархия или элита, так называемая, в кавычках, да, вот, управляет, манипулирует. Вот эта вот часть основная в этих обществах отсутствует, как бы, будет отсутствовать безопасность полностью, да, то есть нестабильность, войны, революции, фитны разные, да, и так далее. Потому что падает и уровень образования, и людьми легко управлять и манипулировать. И поэтому во всем мире мы сегодня видим такую глобальную нестабильность. Естественно, и страны, так называемые зла, их называют, да, иногда, которые думают, что они, которые распространяют нечестие или приводят землю в нечестие, да. «Ваиза киля лягум ля туфсиду фил арды». И когда им говорят «не сейте на земле нечестие», они говорят «иннама нахну муслихун». Мы поистине те, которые приводят землю в порядок, то есть выстраивают новый мировой порядок. Кстати, на английском слово «муслихун» переводится как, на английский перевели как «peacemakers». «Peacemakers» у Юсуф Али перевод на английском. Вот это аята идет как we are peacemakers, да? Мы миротворцы. То, что сейчас все, кто заявляет, блок вот Совет мира, да, создается, они говорят, мы миротворцы. Аллах говорит в Коране, наоборот, они сеют на земле нечестие, и этого даже не понимают. Век социальных сетей очень важно то, что многие люди, многие молодые люди начали последовать за медийными людьми, за звездами, и некоторые из них принимают ислам, люди радуются, но по прошествию некоторого времени они отрекаются от ислама, и это огорчает людей. Это как-то влияет на внутреннее состояние мусульман. Да, отчасти да, потому что проблема сегодня в обществе то, что мы зачастую просто слепо подражаем поп-звездам, актерам, допустим, и так далее. Хотя примером для мусульман должен являться сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что Аллах сделал его примером для всего человечества. И это есть аят Курана, да? И мы тебя сделали лучшим примером, да? Усватуль хасана, наилучшим образцом подражания, да, и его характер, даже пророк саллаллаху, он был, его характер Курана был, да, настолько красивый, да, вот, то есть качества человеческие, мы говорим человеческие качества именно. А вот наш пример должен быть пророк саллаллаху. А у нас проблема в чем? Так уж создал Аллах нас, человечество, человека, да, что мы развиваемся, растем на подражании. То есть маленькие дети растут подражая своим старшим братьям, сестрам, правильно? То есть это в нас заложено. И поэтому Аллах сделал из посланников, да, из человечества именно, из нас самих, посланников, пророков, выбрал, за которыми мы следуем и подражаем. Теперь здесь получается подмена понятий. Мы начинаем подражать, допустим, поп-звезде, да, или какому-то актеру. За что? Потому что его называют поп-айдол, да? Слышали, да? Да. Поп-идол. За что? За популярность, за какие-то харизму и так далее. Но не смотрим на характер, на хуснуль хулюк, называется на арабском благонравие. Я просто скажу, все великие люди, кроме пророков, да, имели свои недостатки. У пророков нет недостатков. А у простых людей, даже знаменитых, обязательно есть недостатки. Допустим, мы подражаем Наполеону, потому что он знаменитый, потому что он полководец, он гениальный стратег, но никто не знает, допустим, каким он был, допустим, как человек. То есть в отношении, допустим, к людям, к другим, да, жестокость его, да, или подражаем, допустим, какому-то художнику знаменитому, но он, оказывается, в жизни на самом деле был, допустим, извращенцем. Понимаете? Поэтому здесь должно быть правильно понятие, кому подражать. Потому что как только вы начинаете примером брать такого же человека, да, есть так называемые личности, блогеры, которые,
влияет на мнение, да, так называемое. Но когда мы Инфлюенсеры, да. начинаем слепо подражать, и когда этот человек заходит, потом выходит с ислама, некоторые подражают его действиям. Это неправильно. Любой человек ошибается. То есть надо брать хорошие какие-то качества. Просто мы уважаем. Или вам просто нравится какой-то, например, персонаж, актер, да? Да, он принимает ислам, альхамдулля, но он уходит, выходит, и тогда это не значит, что все рушится. Понимаете, основной пример для подражания должен быть избранный пророк, саллаллаху алейхи вассалям, у которого нет недостатков. Потому что пророков специально Аллах выбрал, которые не имеют недостатков как бы в характере или во внешности и так далее. Понятно, да? Поэтому, конечно, здесь я, конечно, понимаю, это такой даже вопрос, он больше практического характера. Не секрет, что я то, что говорю, это больше как бы мы говорим, как должно быть. Но в жизни бывает совсем по-другому. Потому что молодежь все равно следует каким-то поп-идолам, блогерам и так далее, которые заходят, одевают хиджаб, потом снимают его легко и так далее. И многие этому даже или посуждают, или наоборот повторяют, говоря, вот так далее. Да? Надо просто уметь критически мыслить, что любой человек имеет свои недостатки. И понимать эту религию, что в этой религии Аллах, может, ведет сегодня по прямому пути, а завтра может вывести. Поэтому мы 5 раз в день, когда читаем во время молитвы, да, намаза, читаем суру Фатиху, в ней говорится, что «Ихдинас сират аль-мустаким» — «Веди нас по прямому пути». По сути дела, это молитва, дуа, просьба. Мы просим, Господи наш, веди нас по прямому пути. 5 раз в день. Потому что бывает так, что вы видели, некоторые приходят в ислам, потом сбиваются. Каким образом? Уходят в секты. Или вообще разочаруются там и так далее, да? Вот. Поэтому войти в ислам — это не значит, что ты спасся сразу. Нет. Самое главное, как ты умрешь. То есть как ты с чем ты возвратишься к Аллаху. Бывает так, начинают в исламе, заканчивают неверием. Это реальные истории, это реальная жизнь. Бывает так, что вы думаете, что этот человек не читает намаз, тогда, что он грешник, а я спасся, то, возможно, наоборот, этот человек перед смертью принимает веру в сердце, повторяет и возвращается к Аллаху с верой. То есть гарантии нет. Есть только надежда и полагаемся, когда мы на Аллаха, и стремимся, искренность, да, в сердце. И все-таки вопрос хочу задать, который я там забыл. Мы можем ли говорить, когда будет конец света? Потому что я вот знаю, это даже происходит среди устазов. Некоторые круг устазов говорит, что вот, наверное, примерно в этом году. Кто-то прогнозирует примерно в этом году. То есть прогнозы все равно есть. Они, да, Это говорят... запрещается, харам. Ставить Вот прогноз. как раз хотел. Точно. Запрещается ставить прогноз. Но они всегда говорят, Скоро. скоро? Скоро То можно есть- говорить. Скоро может быть и 1000 лет, и 200 лет, и за один день. То есть, смотрите, все может произойти очень быстро. То есть мы не можем говорить, когда это. Никто не знает. Вообще. Не вообще. Даже пророки не знали. Никто. И все пророки, которые приходили, их люди спрашивали так же, как и мы. И Муса, алейхиссалям, спрашивал его община, когда конец света. И Иса, алейхиссалям, и нашего пророка. И поэтому есть хадис, когда иудеи пришли к нашему пророку, чтобы испытать его, они спросили, когда конец света. На что он ответил так, как ответил Муса, алейхиссалям. Об этом знает только Всевышний. И они удовлетворились этим ответом. Почему? Потому что если как только любой человек появится и скажет такого-то числа конец света, Такого это какому-то году. да, точно, то это обманщик, то это лжепророк, лже и так далее, да? То есть нельзя тогда верить. Потому что никто не знает. Потому что много сект появляются. Не только в исламе, но от христиан, в христианстве, и так далее, ну, секты, да, которые вот появляются и говорят 22 июня 2015 года говорили, там, или 30 года будет конец света, да. Это все ложь. Никто не знает, когда. Только когда захочет Всевышний, когда он приблизит, захочет этот день, а намечет. Но это предписано раз. И перед этим есть конкретные большие признаки, да. И мы начинаем входить в эти признаки. Понимаете?
то, что вот сейчас происходит, некоторые аномалии в человеческой истории, да, когда никогда такого не было. Изменение климата, ухудшение межличностных отношений, падение нравов, тотальное, глобальное, да, падение нравов, распространение войн, землетрясений, наводнений, цунами, да, это все указывает на это, да. Мгм. Еще интересный случай. Все-таки, как за то, что мы мусульмане, мы же все равно будем из-за этого переживать, да, вот как Мгм. вы сказали, спрашивать, когда это будет, и тогда спрашивали. Мне интересный случай произошел, но уже в Мекке. Я там один из усов общался, и я вдруг нечаянно рассказал ему свою мечту. Я говорю, хочу купить дом в Мекке. Мгм. Он мне спрашивает, для чего? Я говорю, ну, Даджаль же не может только войти в два города, Мекка и Медина. Я бы хотел, вот, если он выйдет, я туда переселиться. Да. И на что мне сказал, если Даджаль придет, то неважно, где ты будешь, если у тебя не будет имана, то ты будешь следовать нотам, и ты выйдешь из Мекки добровольно. Да. То есть тут неважно где, важно, что внутри. Насколько Правильно. это правильно? Это все правильно. Потому что Даджал, когда подойдет к Мекке, к Медине, оттуда выйдут мунафики, у которых в сердце, не было имана, и которые присоединятся к войску. Шествие, вот, войска Даджала, оно будет состоять из молодых людей. Много женщин будет, почти женщины много, девушки, парни, под музыку, под флейты, да, вот такое шествие такое будет, да, и будет перед этим шествием падать города, что называется, да, и туда присоединится очень много арабов, очень много арабов будет. Понимаете, вот сегодня мы видим по Газе реакцию не арабской улицы, а вообще полностью арабского мира, да, если так абстрактно брать. Сейчас идет у них секуляризация общества, называется, да? Секуляризация, то есть отход от религиозных канонов, религиозных принципов, да, постепенно это приведет, возможно, как они планировали, вернее, не саудовцы планировали, так называемые сионистские, да, они планировали, есть карты, есть большие, как говорится, такие вот проекты их, и в этих проектах есть место Great Middle East проект, Великий Большой Ближний Восток, в нем есть также подпроекты, есть как бы место Саудовской Аравии, в которой Мекка, Медина, ислам останется только, то есть Мекке, Медине дадут статус как Ватикана, да, вот в Италии есть, только там религия, только там ислам, и больше там вот хадж, больше туризм такой, да, религиозный туризм, что мы называем, и все, остальное все свобода, да, так называемая, вот. То есть такие проекты есть, и они осуществляются в данный момент. Вот. Что касаясь Даджала, то Даджал войдет в каждый дом, где бы вы ни находились. Я имею в виду, вот то, что мы его как бы дух, да, будем называть, информационно, поэтому укрепление именно имана. Я немного как бы чуть-чуть для меня очень странным является то, что многие алымы, улемы, да, алымдар, знают это. И вы сейчас знаете, да, приближение там час, и какая будет фитна, да. И как бы не хватает худ, может быть, на эту тему. Для меня действительно странным является то, что мы мало об этом говорим или выступаем. То есть не готовим наше население к большой фитне, к испытаниям. Что должен делать мусульманин в этих случаях? Какие признаки? Как уберечься, да? То есть вы считаете, Что надо бить читать? тревогу? Тревогу не надо бить. Надо просто обучать, да? А так как мы обучаем намазу, также и обучать, Способом защититься от фитны. да, как избежать или снизить, да. То есть из самых простых методов, помимо чтения, допустим, да, сура Кахф, да, по пятницам, потом плюс объяснение детям или другим, да, допустим, домочадцам, что вот эти хадисы, раскрытия, да, большой фитне, испытания антихриста, даджала, да, что будут распространяться вот такие вот лжеинформации, нельзя верить, надо сравнивать, надо критически мыслить, да, вот. То есть вот эти вещи, они как будто мы живем, одним словом, как будто нету никаких признаков. Понимаете, да? Алымы, ихняя работа также, помимо исполнения обрядовой стороны ислама, там, как намаз читать, как орузу держать, хадж, также воспитательная работа. Привитие ценностей.
Ну, давайте вот как раз сегодняшний Да, подкаст, это же как бы да, да, да. вот такой урок получается. Что нам нужно сделать, чтобы защититься от фитны? Потому что каждый человек, который знает этот джали, просто у меня такой маленький вопрос, логически точнее, нам достаточно просто знать, как это будет происходить, как он будет выглядеть, Нет, или что-то иман, еще? свою веру поднимать. Потому что, первое, сбиваются те, которые уже сбиваются, да, с пути. То есть я имею в виду правильное понимание ислама, раз. Второе, именно духовная практика должна быть. Духовная практика именно работать над своим иманом, над искренностью, богобоязненность, таква называется, да. Без таквы это все пустая, как говорится, обертка. Поэтому мусульман много, но они как пена, да, согласно хадису, на воде. Мусульман много, исламский мир, он размыт. На самом деле его не существует. То, что мы говорим, исламское единство, это все миф. Нету ничего. По другим событиям мы видим это, да. Если бы этого не было, понимаете, да? То есть надо просто первое признать горькую правду. В каком мы положении. На самом деле мы в исламский мир, мусульманский в целом, в очень плачевном положении, да. Вера, она остается, ислам останется. Но люди, положение людей, самих понимания, да, верующих, духовных практик, оно ниже и ниже. То есть, смотрите, когда приходит ислам в общество, вера, правильно? Если она искренне приходит в сердце, она, наоборот, является причиной для духовного развития, для интеллектуального развития, правильного понимания ислама, для безопасности общества. Общество становится безопасным. Просто приведу пример. Когда приходит реально вера в сердца, вы не будете бояться никто выходить на улицу, не будете бояться своего соседа или незнакомого человека. У вас не будет двери на замках и решетки на окнах. А когда у вас нет этого, то вы будете подозревать любого человека, да. То есть вы не будете ощущать в обществе безопасность, ночью ходить, гулять с детьми и так далее, да, потому что вы будете бояться за свою жизнь, за свою честь, достоинство, что вас могут оскорбить, там, ограбить, имущество забрать, да, третье, да, понимаете? То есть поэтому мы говорим, что еще ислам не зашел в наши сердца. А вот как раз таки То есть вопрос. именно практика духовная. Даджал придет с чудесами. И надо не просто верить любому дипфейку, то, что называем, обману, лжи или там иллюзии, уметь критически мыслить. Вот что не хватает мусульманам сегодня, да, это научный подход, критическое мышление, логики. То есть чисто слепой идет таклит у нас и буквализм. И все это потом приводит к тому, что внешность есть, все, внешность, да, понимаете, атрибутика вся есть ислама, а внутри пустота, ничего нет. Намазы есть, а намазы не влияют. Смотрите, у нас мечети полные, правильно, по джума намазам. А преступность, проституция, убийство, что меньше становится? Или взятки, коррупция? Вот это вопрос задуматься надо. Вот как раз таки вопрос. Я тоже вот в ходе обсуждения с некоторыми устазами мы обсудили такую тему, что раньше, если вот во времена пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, это золотой век, да, когда Да. было у ислама была сила, тогда нужно было сделать, и чтобы войти в рай, нужно было сделать 10 из 10 условий. А потом, когда придет поколение, где ему нужно будет сделать одно из 10, чтобы попасть в рай. То есть будет, там же везде сказано, что наше положение будет хуже. То есть я хочу спросить, ну, вроде так и должно же было происходить или нет? Или мы должны за это бояться? Это есть такое понятие предписанного. И нужно ли, когда предписанное, предпринимать меры, чтобы улучшить положение? Я один раз расскажу такую интересную историю. В Дубаях, да, мы вот едем с арабом. Таксист сам, араб. И мы с ним вот говорим, разговариваем как раз о больших признаках. Один из признаков то, что арабы будут пастухи овец, они же пастухи овец, когда они будут соревноваться в строительстве зданий, домов. И он говорит, вот он мне этот хадис приводит и тут же показывает на здание. Я его подкалываю, ну, как шутя, говорю, вот видишь, говорю, ты знаешь хадис, и вот соревнуетесь, да? Ну, как бы. Он говорит, ну, это же предписано. То есть мактуб предписано уже, и поэтому что? Предписано, например, убийство.
А почему бы нам не убивать друг друга? Правильно? Предписано же. Вот такая логика примерно, да? Поэтому здесь проблема в отношении, да? Если, допустим, одно даже дело хватает, чтобы войти в рай, согласно хадису, сейчас в это время, то это дело может быть любым делом, да, если оно делается искренне. Проблема, что у нас нет искренности в обществе, очень мало. Зачастую появляются люди, которые используют ислам как пиар для того, чтобы заработать деньги. Правильно? Бабки делать. Или нет? Сколько у нас сейчас делают, да, этим занимаются, да, бизнес, в бизнес, да, все, в дуне. А есть те, которые ради своего эго, нафс очень сильный. То есть, чтобы пропиариться, показать, блогерство вот это и так далее. Это все это чушь, это как вот сказать, верх, как сказать, шелуха называется. Шелуха улетает обычно. А что, как человек, что внутри, стержень? Какое дело мы делаем, понимаете? Вот. Поэтому здесь вопрос такой, нужно ли исправлять? Нужно исправлять. Если даже предписан завтра конец света, хадис, пророк, саллаху алейхи вассалям, если даже наступит конец света завтра, то тоже, если у тебя в руках дерево, да, как это называется, саженец, посади дерево. Если вот уже наступает конец света, и у тебя дерево, посади его. Это говорит о том, что мы должны, даже если предписано, стараться изменяться к лучшему. И начинать надо с каждого сам себя. Просто я к чему веду? Если мы говорим об конце света, то здесь такое понятие растяжимое, это как бы абстрактное понятие, время самого. Потому что Аллах Субхану ва Тааля создал времени, это махлюк. И Аллах Та'аля управляет временем. И время относится для нас, не для Аллаха. Аллах вне времени, понимаете? То есть если мы становимся лучше, исправляемся, то время может растягиваться. Аллах может... Понятно, да? Чем мы хуже, тем мы ближе к ахира. То есть это такое тонкое понятие. Надо понимать, что даже если предписан конец света, вот то, что аляматуль кубра, мы, когда стараемся исправить общество, мы получаем за это благословение и вознаграждение Всевышнего за наши намерения и действия, стремление исправить ситуацию. То есть мы должны стремиться к этому, да. Вот. И здесь хадис о том, что нам нужно сделать одно из 10, что попасть в рай. Окей, мы стремимся хотя бы что-то одно, но мы сделаем все подряд. Но в мире происходит все ровно да наоборот. У тебя не получается ничего исправить. Ничего страшного, по намерению. Все мы стремимся к смерти на самом деле. То есть все мы находимся на пути Аллаха, да? И понятие, допустим, это жизнь, это есть временный удел, который мы проходим как экзамен. Самая основная наша цель — это ахира. Не это дунья, а ахира. То есть жизнь после смерти, возвращение, встреча с нашим Господом, с Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, встреча с Ним. И это должно радовать нас. А поэтому здесь мы по мере возможности должны стремиться исправить ситуацию на земле, сделать ее лучше. Это в отношении к другим людям, быть справедливыми, да? Все, что нравится Аллаху Субхану ва Тааля. Если даже не получится у нас, все в руках Аллаха. Аллах Та'аля пожелает, будет как будет. И мы только стремимся к благому, и если нас не получается исправить, на то воля Всевышнего. Вам дается за это вознаграждение в любом случае. Мы же, вот вы сказали, что мы месяц Рамадан находимся все равно на пути исправления, и вы сказали то, что Всевышний как хочет, он там кого-то приводит в религию, кого-то уводит, то есть это всегда меняется, да? Ну, есть же аят, в котором говорится о том, что да, вот только он приводит в религию, только он сбивает с пути, но он не наставляет на истинный путь тех, кто несправедливых людей, и не сбивает с пути тех, кто был при вере. То есть все в конце зависит от самих себя же, правильно? Да. Размышляю. Да. То есть тут какие-то действия нужны. Какие действия лучше всего помогают? То, кроме изучения, еще, может, какие-то советы есть, дуа, которые вы делаете? Да, зикр делайте чаще, Куран читайте, добрые дела делайте, поступки, садака давайте. Это все написано же. Хотя бы как-то вот искренне, да, чтобы просто попробуйте эгоизм себя свой поломать где-то.
может быть, свою гордость, да, убрать. Просите дуа, и, например, на улице раз что-то надо, ну, сделать то, что обычно вы не делаете, займитесь тем, что для других как бы это ниже достоинства, да. Вот. Вот начинайте с этого. То есть действие должно быть конкретно, связано именно с тем, что вы делитесь чем-то, да, вот, знаниями, трудом своим. Нет денег, садака дать, но помоги кому-то разгрузить что-то, да, там, соседям. Сейчас же никто не помогает друг другу. Делать то, что для нас кажется непривычным, может, где-то... Выйдите из состояния, вот из зоны комфорта. Пробовать. А вот вы же про мышление вот мусульман, то, что сказали, это тоже может быть зона комфорта, когда мы все происходящее вокруг, там, тагдыр деп и... Ну, Тоже, более... да. Это же тоже зона? Тоже частично, да. Но в исламе есть такое понятие, как планирование, да. То есть вы должны планировать свою жизнь даже, правильно распределять время. Самое дорогое — это время. И самый один из таких грехов является исраф аль-вакт, да? То есть исрапчилык во времени. Вот. Соответственно, вы должны, чтобы ни исрафа не было, правильно распланировать, правильно? То есть это уже связано со стратегическим планированием. А это мышление. Каким вы хотите быть? Как вы видите картинку создавать будущего для себя? В исламе так. Пока ты не посадил зерно, не полил, нельзя тавакуль делать. Нельзя на Аллаха надеяться и бросать так. Тагдыр говорить. Нет. Тагдыр, да, есть тагдыр. Но для этого ты должен сначала привязать, что называется, верблюда. Все сделать. Спланировать. Сделать действие. Намерение, цель, действие. А потом в самом конце уже полагаться на Аллаха субхану ва тааля. Что это тагдыр. Что получится, то будет тагдыр. Когда вы это все сделали. И тогда мы сможем изменить что-то в себе, в окружении и в мире. Конечно, иншаллах. Гадраджи, у нас традиция, когда у нас приходит устаз в конце, мы не даем ему открытый микрофон или что-нибудь еще, мы просим у него дуа. Дуа не только за нас, дуа для всех, кто нас смотрит. Прошу вас дать дуа. Аминь. Аллахума. Ну, самое главное, наверное, я хочу попросить у Аллаха субхану ва тааля для нас, для всех милости, милосерднее Его. То есть, чтобы Он принял наше тауба, наше покаяние, да, простил нас в наших словах, в наших намерениях, деяниях где-то, потому что мы все грешные. И Он милостивый, милосердный, прощающий, чтобы дал нам самое главное правильные намерения, правильные цели. И принял наши все хорошие деяния, направил нас на правильный путь, если мы чуть сбились. Вот. Чтобы дал нам хороший конец, да, всем. То есть хуснул хитам говорят, да, Аллахума атиляна хуснул хитам, ва хуснул мааб, хорошее возвращение к Нему. Чтобы дал нам барака в жизни, в делах, в имуществе даже, в здоровье, да, во всем. Чтобы дал всем мусульманам и всему миру, всему человечеству ислах, исправление мира, безопасности всем нам, нашим семьям, нашей стране, Кыргызстану, да, непосредственно нашему всему народу. Вот. И всего самого наилучшего, что в этот Рамадан мы очистились, каждый, кто ставил какие намерения хорошие, да, чтобы он достиг этого, да, чтобы мы вышли после Рамадана улучшенными, да, так сказать, исправленными. Готовыми, да, к хорошему, да, начинанию. Чтобы самое главное — это мир, безопасность в обществе, во всем мире, в стране. Пусть Аллах субхану ва тааля поддержит угнетенных, кто мазлюмин, да, в Газе, в Палестине, в кулли атраф аль-алям. Аминь. И рахмат. Дорогие зрители, если вы досмотрели до этого момента и при этом не нажали кнопку лайк, то вы, оказывается, бесстыжий человек, бесстыжие люди, потому что надо за труд платить, а платить не деньгами, а продвижением. Лайк, чтобы больше людей это увидели. Написать комментарий, что вам не понравилось в Гадраджи, потому что вы сами сказали, никому не верите и критиковать. Попробуйте. Начните с этого подкаста. Критиков у нас хватает. Но именно критического, именно раздумлен, не просто хейтить, а
попытаться с критическим мышлением написать хороший комментарий, где вы, если где-то чувствуете, приводите аргументы, то Будет для меня полезно. да, то есть, и потому что мы будет... все учимся, да. мы все учимся. Поэтому Да, нормально. спасибо, что вы досмотрели. Рахман. Орзамар Хабыл болсын. Пусть месяц Рамадан будет принят у вас и будет дающим хидаят для всех. Аминь. Спасибо вам, что вы уделили свое Спасибо. время. Рахман. Аллахым разы болсын. Рахман. До встречи в следующих выпусках. Ага. الله أكبر الله